Ассаламу алейкум, меня зовут Гульнар Джамаль, я супруга отца Орхана Джамаля. Ну что могу сказать, вот 3 года прошло, ощущение такое, что прошло совсем мало времени, по-прежнему это очень тяжелая утрата для нашей семьи, это невосполнимая утрата, это случилось настолько внезапно. Мой муж тоже ушел от нас уже, получается, 4,5 года назад, но это было предсказуемо, потому что он долго болел. А вот с Орханом это произошло так неожиданно, что, конечно, до сих пор мы не можем от этого оправиться. И я могу сказать, что Орхан для нас был таким солнышком, удивительный человек. Я сейчас не буду говорить о его деятельности, потому что это, может, другие люди скажут. Для меня это просто был член семьи. Очень близкий мне человек. Когда моего мужа не стало, он мне сказал, что бы ни случилось, Гюля, я всегда на твоей стороне. То есть он был большой поддержкой. Мы сегодня собрались на 3-ю годовщину смерти Орхана Джамаля. Этот человек ушел из жизни в очень молодом, зрелом возрасте. У него были грандиозные планы, грандиозные, совершенные дела, проекты, но очень многие остались еще задуманными. Очень большая потеря не только для российских, азербайджанцев, мусульман, это вообще мусульман всего мира. Почему я говорю мусульман всего мира? Потому что этот человек побывал за свою короткую жизнь во всех горячих точках, где притеснялись, унижались, неправильно оцененные, в общем, да, позиции мусульман. Он был и в Афганистане, он был в Сирии, он был в Ливии. Он даже поехал, в общем, весь мир не знал, что Мьянма, это бывшая Бирма, государство такое, там живут около 2 миллионов мусульман. Так вот, буддисты Мьянма, устроили геноцид, настоящий геноцид в 21 веке над этим мусульманским населением. Они просто их-напросто запретили получить гражданство. Они жили почти резервация, понимаете или нет? И большинство были просто-напросто постепенно были уничтожены. Они убежали, большинство, некоторые люди убежали просто прямо сотнями тысяч в Бангладеш, это мусульманская страна соседняя. Так вот, Орхан вместе со своим другом, я не помню сейчас его фамилию, он поехал туда, снял эти факты, которые были, рассказали ему мусульмане, общался и с буддистами, и с мусульманами, выяснил все тонкости, что там произошло. Понимаете, и один из первых в мире показал вот этот факт геноцида 21 века над мусульманским населением государства Мьянма. Этот народ называется Рахунчи, вот это самое. То есть сейчас их уже там осталось очень мало, они все почти переехали в Бангладеш. Но вот такой в 21 веке получился вот геноцид мусульманского населения. Он один из первых советских, российских журналистов, который, вот это все в тонкостях, во всех документальных своих репортажах обо всем этом рассказал всему миру. В общем, очень жаль, что такой человек, в общем, покинул наш самый мир. Очень жаль. Большие просто были надежды на этого человека. Да, он резко выступал, да, он, не склонялся ни перед кем, поэтому его материальная нужда заставила ехать вот в эту страну, Центральноафриканскую республику. Я не буду говорить о тонкостях его расследования дела, потому что удивительно, что в такой стране, где уйма разведок, американской, английской, российской и так далее, вот такой случай вообще был никак не разведан. Никак бы не был расследован, понимаете или нет. Удивительный случай. Ну, и у него растет сын, Мансур, поэтому я думаю, что этот человек, сын, продолжит дело отца и дедушки. Здесь я уже успел познакомиться до начала мероприятия со многими интересными людьми, о которых я знал, но лично не был знаком. За это еще раз я благодарен. На этом форуме, на этой встрече я хочу выступить со своим конкретным предложением.
суть которой я раскрою позже. Если будет съемки, возможно, вы дальше узнаете. Благодарю вас. Здесь очень много бывает настоящих профессионалов своего дела, академиков, профессоров, ученых, писателей, поэтов. И я уверена, что и сегодня среди вас таких людей очень много. Мы гордимся тем, что здесь собирается, ну, можно сказать, интеллектуальная элита Москвы и московского региона. У нас очень много проходит мероприятий, где участники этих мероприятий делятся тем, что делают. У нас есть клуб предпринимателей, клуб медицинский Гиппократ, клуб краеведов, офицерский клуб, штаб татарской молодежи. То есть спектр охвата, можно сказать, у нас всепоколенческий. И сегодня особенно мне хотелось бы сказать, что здесь в штабе татар место, где рады всем тюркским народам. И вот сегодняшний вечер – это еще один пример того, как мы направляем свою деятельность прежде всего на то, чтобы объединить, сдружить тюркские народы, живущие в Москве. Сегодняшний вечер посвящен памяти выдающегося военного журналиста и политического деятеля Орхана Джемаля. 31 июля 2018 года, всего лишь 51 год, этого великого человека не стало. Память о нем, конечно же, жива в сердце всех тюркских народов. И вот сегодня мы хотели бы сделать этот вечер посвященным ему. Вот уже прошло 3 года, как не стало Орхана, нашего друга, брата. Орхан был необыкновенным человеком в этой жизни. Он поражал своей энергией, темпераментом своей вовлеченностью в дело в общем. Но и многие его выводы до сих пор, значит, это самое, с большим глубоким философским смыслом. Его выводы. Вот здесь вот мы с ним в помещении штаба татар мы обсуждали проблемы сохранения национальных языков в республике. 2 у нас было заседания, по-моему, или 3, вот, на которых Орхан ярко выступал, говорил интересные слова, я кое-что потом приведу. Вот. Ну что сказать, Орхана нет, да, вот осталась какая-то зияющая глубина, пустота после него. К сожалению, да, заменить его неким. Мы все очень горюем, потому что почему его нету. Вот. Это был бесстрашный человек, в общем-то лез в любые авантюры, не боялся ничего, просто иногда поражал своей смелостью. Но так, видимо, распорядился Всевышний. Здесь у нас находится жена Идара Джемаля, вот, Гульнар Ханум. Вот его ближайший друг, я, честно говоря, вот не помню, как вас зовут, пожалуйста, представьте. Вартан, да. Вот. Это ближайший друг его. Вот. Здесь у нас находится председатель Исламского конгресса России, да? Мухаммед Салихиддин, так? Вот, которому мы потом предоставим слово. Но что еще сказать? Здесь вот есть представители, значит, азербайджанской диаспоры, представители татарского народа, представители других народов России и ближайшего зарубежья, тюркских народов. Так? Но еще, значит, надо сказать слова благодарности организаторам вот этой встречи, также спонсорам, вот Ахмед Афенди, так? И Ямалиев Рустам Фаизович, вот, которые много сделали для того, чтобы вот, ну, организовать эту встречу. Вот сейчас, когда компьютер загрузится, мы запустим видеоролики, посмотрим. Вот, к сожалению. Теперь, пока это все запускается, мы могли бы, значит, дать возможность гостям представиться. Межрегиональный узбекский земля Суртанташ, Баграт Усман Ахрамович. Здравствуйте, Аттакур Фраенков, это Московская ширгизская диаспоральная общественность. Шамсиддин Муким, специальный корреспондент газеты «Пайк», Республика Таджикистан. Очень приятно. Здравствуйте.
Мы вас приветствуем. Я являюсь председателем Аксакалов по науке, академик Закиров Мунайр Закиевич. Очень рад нашей встрече. Ахмед Абулов, я представляю азербайджанскую диаспору, член Академии русской словесности. Я Иршан Ибрагимов, руководитель национально-культурной автономии азербайджанцев в Московской области. Здравствуйте. Бывший хоккеист московского «Спартака» Баймухамедов Ренат Бекбулатович. Спасибо. Али Хашим Мирджафаровли, азербайджанец, Московская область, зампредседатель региональной организации. Я здесь впервые, посещаю это здание. Меня зовут Руфат Мамедзаде Ариф Оглы. Я представляю азербайджанскую диаспору. Моя фамилия Кулыев Чарльз Жумаевич. Я туркменской диаспоры, адвокат в Москве. Михаил Заде, Алтай Михаил Аглы, представитель азербайджанской диаспоры города Москвы. Я представляю Кумыкскую общественную организацию Дуня Кумык Дернеги, Возден. Я тоже здесь не первый раз. Зовут меня, фамилия Качкарев, зовут Болат, Качкарев Болат Русланович. Мне очень приятно, я очень горд присутствовать вот в таком собрании таких уважаемых людей. Всем всего хорошего. Рашид Исхаков, магистрант Манчестерского университета, продюсер, друг Архана Джемаля. Исамс Наиль Хусейнов. Я просто маленький сын великого татарского народа. Представляю родники. Москве-Осында, родники. Вы это, наверное, знаете, там у нас такая маленькая своя мечеть есть, уже существует родники. И там кладбище Рудниковское тоже все так содержит, смотрим за ним. И Наиль Афенди еще и летчик, летает вот по местным полям, снимает видео. Андрей Гетманов, Национальный фронт мира. Несколько лет работал с Арханом в рамках культурного исламского центра. Шавкат Джаниханов, активист татарской общины Москвы. Ханиф Адильбаев, активист татарской общины. Так, а теперь, вот с чего все это началось. Международная правозащитная организация призывает власти Центральноафриканской Республики сотрудничать с посольством России и миссией ООН. Это нужно для скорейшего расследования убийства 3 человек. Помните, что показывало телевидение? Российских журналистов. К этому часу подтвердилось, что в Центральноафриканской Республике погибли 3 граждан России. Информагентство называют имена. Это журналист Архан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. В Африке они снимали документальный проект о работе частных военных компаний. Предполагается, что журналисты стали жертвами нападения вооруженных грабителей. У 2 погибших найдены просроченные пресс-карты известий. Гибель россиян с документами журналистов предварительно подтвердил российский МИД. Тела уже доставили в столицу африканского государства. Там дипломаты проводят процедуру опознания.
человек, свободный, независимый, который мог сказать все, что думает, да, и который болел за наше будущее, нашей страны. Ну, а теперь, да, вот недавно вот как раз, к сожалению, Максим Шевченко не успел к нам, не смог прийти, Максим Шевченко, в силу своей занятости. Но вот некоторые видеокадры, вот здесь вот еще это самое, как посещали могилу 31 числа. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В этот день, 31 июля 2018 года, в Африке были убиты 3 журналиста. Архан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко. Для меня, как и для многих-многих людей, это преступление не имеет срока давности. И преступники, кто бы они ни были, будут изобличены, найдены, судимы и наказаны. Ну а сейчас я хочу представить слово Мухаммед Салахиддину. Ну, первое, бисмиллахи рахмани рахим, я хотел отметить о том, что мы здесь собрались, представители разных народов, национальностей, и собрались на 3-ю годовщину. Если вы так немножко вспомните, то мы не часто собираемся на чью-то годовщину даже близких людей. То есть я имею в виду, даже многие не собираются на годовщину своей матери, отцов и так далее. Но в данной ситуации мы, представители разных народов, национальностей, нас собрал, то есть мы собрались под имя Архана Джемаля, да, у которого уже прошло со дня его гибели более 3 лет, и мы здесь собираемся для того, чтобы обсудить, что вот и такой справедливый вопрос, что нас, именно людей разных национальностей, разных народов, именно собрал этот человек, то есть будучи уже в другом, ином мире, он нас здесь собрал. То есть мы собрались под его именем. И это должно являться для нас примером, для нас, мы еще живущие на этом свете, пока Всевышний нам предоставил такую возможность. То есть мы должны понять, в чем ценность этого человека. Да? В первую очередь, на мой взгляд, он был человеком-бессеребренником. Сегодня в погоне за материальными благами многие из нас забывают все окружающее. Иногда забывают мать, забывают близких и так далее. И стремясь к накоплению и тому подобное. Естественно, такие люди, да, они получают большие богатства, средства, но не получают искреннего уважения окружающих. Больше они получают зависть. А когда они умирают, их родственники делят имущество. Да? Имущество Архана Джемаля, да, никто не делит, а вспоминают его заслуги. Его заслуга вот это бессеребренничество. То есть основано на чем? В первую очередь основано на стремлении говорить правду. То есть то, что он видел, то есть не подкупность, не желание подзаработать для того, чтобы угодить кому-то или какому-то начальнику или какому-то бизнесмену и так далее, и на этом купить новую, как говорят сегодня, тачку и так далее. То есть он этим не руководствует. И мы искренне за это его уважаем. И поэтому мы пришли сюда. Не потому, что у него был дворец где-то или еще какое-то большое имущество, а именно то, что он был именно такой человек, который стремился к справедливости, был открыт для всех. Безусловно, он был, мы знаем, мусульманином, соблюдающим мусульманином, искренне верующим человеком, но при этом он был открыт для всех представителей не только мусульман, хотя мы знаем, что среди мусульман тоже существуют различные течения, направления, да, вот, и он был открыт для всех абсолютно направлений, то есть ко всем направлениям в исламе он относился на равном расстоянии и беседовал со всеми представителями разных направлений в исламе на
одном расстоянии. Это очень тоже важная черта, которая также присутствовала у его отца, Гайдар Джамаля. Он также относился к представителям других вероисповеданий, либералам, атеистам, и неважно к кому. То есть он относился совсем по-человечески. В первую очередь у него было стремление утвердить какой-то статус-кво справедливости. Вот эти качества, в принципе, я думаю, вы тоже со мной согласитесь, это мое, по крайней мере, мнение, но то, что именно одно из важных вот этих качеств, которые собрали нас здесь, представители разных народов, как я еще раз подчеркиваю, национальностей. И вот эти вот качества, я думаю, мы должны тоже, пока мы еще живы, тоже прививать для себя, то есть внедрять в себя и воспитывать их у своих потомков, своих детей и так далее, для того, чтобы они были такими же. То есть вот эти качества, качества героя. То есть для героя именно нужны вот такие качества. Пророк ислама завещал о том, что читайте «Экрагум ясин аля маутакум», читайте ясин над вашими усопшими. Я, иншаллах, прочитаю часть начала, точнее, ясина, и сделаем дуа. Я думаю, дуа, молитва за него. Сейчас все это самое ценное, что мы можем для него сделать. То есть мы не можем не дать ему ни дворец, ни деньги, ни какие-то материальные блага, они ему не нужны. Сейчас ему нужно только что дуа о тех, которые сегодня обращение к Всевышнему для того, чтобы простил ему его ошибки. Бисмиллахир рахманир рахим. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخاشع الرحمن بالغيب وبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وأنت خير الراحمين رب اغفر وأنت خير الراحمين Просим Аллах Субхану Тааля, чтобы Он простил нашего брата, все его прегрешения, и чтобы ввел его в райские сады. Вахр давана, вальхамдулиллахи раббил аламин. Аминь.